предстоит посмотреть, большинство из которых будет уже в легкой весовой категории. Так, Рашид Магомедов, 34-летний боец из Дагестана. Вот он на ваших экранах. В детстве он занимался карате, 12 лет боксом, чемпион Дагестана, мастер спорта по боксу и кикбоксингу, чемпион России по армейскому рукопашному бою. Одним словом, боец, который в особых представлениях не нуждается. Долгое время он дрался в M1 Global, там был чемпионом, затем была история в UFC. На данный момент у Рашида 22 победы, 3 поражения, 1 ничья, 10 побед нокаутом и 1 приемом. В прошлом году дошел до финала Гран-при ПФЛ. Лоик Раджабов на наших экранах по прозвищу Лапа Ягуара. Непобежденный 28-летний боец из Таджикистана представляет клуб Акбар, но живет и тренируется в Германии. Периодически то в Дюссельдорфе, то в Дрездене. Выступает профессионально с 2012-го. Начинал на родине, но с 2016 года осваивает европейские промоушены. Сегодня дебютирует в ПФЛ. Рефери поединка Стив Дрита выдержал паузу, пока все кроме бойцов, покинули десятиугольник ПФЛ. И начинается противостояние. Лоик Раджабов против Рашида Магомедова. Россиянин в серых шортах, боец из Таджикистана в бордовых. На подшаге здорово попал Раджабов. Тут же лоу-кик по внешней стороне пробивает Рашид. Пытается прибрать инициативу к своим рукам Лоик. Еще одна серия, но уже по воздуху последний удар пришелся. Вот так вот Таджикистан против России на американской земле в пригороде Нью-Йорка. Плотный правый мидл-кик зашел у Рашида, и Лоик Раджабов попытался вновь достать российского спортсмена боковым ударом. Напомним, что Раджабов боец непобежденный, 12 побед в его активе, из них 11 досрочных. И сейчас он идет вперед, пытается завершить эту встречу до финальной сирены. Уже в первом раунде хорошо по корпусу. Рашид пробил, и будет ли борьба? Да, пытается Раджабов перевести Рашида Магомедова в партер. Сейчас близок он к тому, чтобы оказаться за спиной у Рашида. Естественно, с точки зрения оппозиции есть преимущество у Магомедова. Как легко он вышел из этой борьбы, но в клинче апперкотом Лоик пробивает. Один раз. Левый по корпусу Магомедова, и встречает Рашид соперника джебом. Продолжает прессинговать Лоик, при этом получая серьезный ущерб. Хорошо сейчас Раджабов попал через руку, попытался догнать Рашида апперкотом, но пробил по воздуху. Бескомпромиссный поединок мы с вами наблюдаем. Здорово правым апперкотом орудует раз за разом Лоик Раджабов. В свою очередь по корпусу области селезенки пробивает Магомедов. Размен, и упал Раджабов. Ну, как обычно, аккуратный, осторожный Рашид Магомедов никуда не торопится. И мало пространства за спиной у бойца из Таджикистана.
Лаик Раджабов рискует, но и делает все, чтобы выиграть досрочно. Начинает идти вперед. Аккуратный лоу-кик прямо в область коленной чашечки получился у Рашида. Клинч. Подключает Раджабов колени. И оказывается, Рашид Магомедов заблокирован у сетки. Немножко упал темп. Начало было ожесточенным. Подсказывают секунданты Рашиду, что необходимо оппонента развернуть. На дистанции у Магомедова получалось лучше, нежели у Лаика Раджабова. Да, сейчас был даже заперт Рашид на несколько секунд. И пришлось ему активно работать корпусом. Пошел в борьбу. И в итоге не получилось. Вновь клинч в стойке. Но на сей раз в атаке Рашид Магомедов. По ударам мы наблюдаем сейчас небольшое преимущество на стороне Раджабова. 13-9, но по силе этих ударов, по ущербу, пожалуй, впереди Рашид Магомедов. Вернулась Капа на место. У Лаика Раджабова неплохая серия от Рашида. На подшаге зашел левый боковой у Раджабова. И двойкой встречает Магомедов приближающегося оппонента. Очень опасные размены. Хорошая скорость. Сокращается дистанция. И очередной борцовский клинч. В ПФЛ Рашид выступает с прошлого года. Выиграл здесь у Луиса Фермина. А затем свел ничей бой с Уиллом Бруксом в четвертьфинале Гран-при. Затем была победа у Тиаго Тавареса в полуфинале. Ну а про финал мы рассказывали. По-прежнему идет вперед представитель Таджикистана. Затяжная атака получилась у Лаика Раджабова. Что-то попал, что-то нет. Вторым номером предпочитает действовать Рашид Магомедов в последнее время. И постепенно заканчивается первый раунд. Остается буквально несколько секунд. Очередной мидл-кик зашел у Рашида. Пытается Магомедов замедлить соперника. Тяжеловато дышит Рашид. Сейчас пропустил один удар слева. И встретил также вновь по корпусу. Что ж, ждем начала второго раунда. Ставка сделана, а интерес пропал. Винлайн. Выкупи ставку, чтобы перевернуть игру и поставить на новое событие. Винлайн. Выкупи ставку. Переверни игру. Задней ногой бей на серединку. Она прошла у тебя хорошо. Слышали, как тренер подсказывал Рашиду Магомедову, что как только соперник меняет стойку, сразу бить его правой ногой по корпусу. Ну, было ощущение, что Лаик Раджабов немного сбавил темп в концовке первого раунда, но действовал очень уверенно боец из Таджикистана. Смотрим продолжение. Статистика тут же появляется на наших экранах. Вновь идет вперед Раджабов. Ну и статистика говорит нам о том, что примерный паритет наблюдался в первом раунде. Раз за разом слева пытается попасть представитель Таджикистана. Да, левые боковые, пожалуй, самое эффективное оружие Лаика Раджабова Ну в еще и первом правая раунде. перхоты. В свою очередь, Рашид в основном вкладывался в удары по корпусу. Немного застаивается Рашид. Слева промахивается Лаик Раджабов. Клинч. Развернуть пока не получается.
Grab the shorts. Don't grab your shorts. Let go of the shorts. Мы говорили о том, что у Лайка Раджабова 11 из 12 побед досрочная, а единственная победа решением была достигнута по итогам 5 раундов в поединке против Дамира Михайловича из Сербии. Так что боец этот может свои силы распределить на 25 минут. Ну, у Рашида с функциональной подготовкой тоже, как правило, все было в порядке. Был неприятный момент части с Бенилом Дариушем довольно давно. Идет вперед сейчас Раджабов. Забирает он эпизод за эпизодом. Но если вспоминать поединок с Дариушем, то проходил он в Мексике, на высокогорье. Здесь немного другая ситуация. Ну и оба были в одинаковых условиях. Конечно, не можем мы еще и не сказать о разнице в возрасте. Все-таки уже 34 года Магомедову. Сдвоенный удар справа в исполнении Раджабова. Подступает Рашид Магомедов. И тем временем второй раунд приближается к экватору. Продолжает идти вперед Лайк Раджабов, но в чем-чем, а в контроле октагона он явно превосходит российского атлета. Хотя вы видите статистику по ударам и по выброшенным, и по попавшим чуть впереди Магомедов. Хотя общее ощущение по второму раунду складывается все-таки в пользу Раджабова. В тайском клинче зажал Рашид Магомедов соперника, но без удара отпустил. И сейчас становится очевидно, что устали оба, причем устали серьезно. Немного бы допустил руки Лайк Раджабов. Рашид пережидал, и здесь лоу-кик. Пошла серия очередная от Раджабова. Бьет по площадям, мало чего попадает. Но именно Лайк Раджабов диктует темп этого поединка. И пытается держать нить управления боем в своих руках. Вот сейчас Рашид Магомедов пытается перехватить инициативу, подключает колени. Да, и понемногу уже надо прибавлять Рашиду Магомедову. Хороший фронт-кик. Пытается контролировать дистанцию Рашид Магомедов. Активно работает ногами. Удар с разворота, мимо цели. Сразу фронт-кик, отбрасывающий оппонента назад. Идет вперед, готовит очередную многоударную комбинацию Лайк Раджабов. Но как только бойцу из Таджикистана удается сблизиться, начинаются проблемы у Рашида Магомедова. Сейчас джебом Раджабов попал, вновь в клинч. И блестящая подсечка в исполнении Рашида. И вот сейчас как раз разница в опыте может сказаться. Плотно по корпусу попадает раз за разом. Достигает цели удары Рашида Магомедова. И врывается вперед Магомедов по точным ударам 57-33. 20 секунд до конца второго отрезка. И гонят вперед секунданты Лайка Раджабова. Подсказывает, что необходимо забирать концовку. Еще один удар по корпусу. Просел очень сильно функционально Раджабов. Последние секунды второго раунда. И, судя по всему, нам с вами предстоит посмотреть третий отрезок боя совсем скоро. Это Винлайн Тайм. Время ставок. Самое время сделать ставку на winline.ru. Нет ставки, нет игры. Винлайн Тайм.
Время ставок. В профессиональной бойцовской лиге только один женский дивизион. Это легкая весовая категория до 70 килограммов. И здесь лидирует Сара Кауфман, канадская спортсменка, опытнейшая. Раньше билась она в UFC, сейчас у нее 6 баллов. Она была единственной, кто на первом турнире ПФЛ сегодняшнего года одержала досрочную победу в первом раунде. Итак, начинается третий заключительный раунд в бою Рашида Магомедова и Лойка Раджабова. Итак, смотрим. Рашид по-прежнему никуда не торопится. Начинает форсировать события Раджабов. Да, бросается вперед. Лойк Раджабов на первых же секундах третьего раунда пытается заблокировать Рашида Магомедова у сетки. Но очень здорово встретил коленом боец из клуба «Горец». Призывают секунданта Рашида к тому, чтобы он разворачивал соперника, пропускает удар коленом. Бросить не удалось. Вот только сейчас удалось развернуть, пока без ударов. Сейчас у нас на графике были определенные моменты по правилам. Но понятно, что коленями бить соперника в партере нельзя, а локти нельзя использовать в принципе в ПФЛ. В отличие от многих других организаций. Ну, локти использовать можно, ими нельзя бить. И вполне вероятно, что это связано именно с системой Гран-при, с системой чемпионата, потому что удары локтями, пожалуй, самые травмоопасные. Да, ведут они к сечкам. Пошла перестрелка на средней дистанции. Чуть лучше Рашид выглядит в этом компоненте. Работает по ситуации. Бросить здесь опять не получилось. Но было уже лучше. Две минуты заключительного раунда позади. И по-прежнему статистика говорит нам о том, что серьезное преимущество по точным ударам на стороне Рашида Магомедова. И все меньше и меньше верится в то, что эта встреча завершится досрочно. Рашид прессингует, контролируя левое колено соперника. И выходят спортсмены на дистанцию. И вновь призывают к лоу-кикам Рашида Магомедова. Через руку попалась, справа и слева. Неплохо по корпусу от Раджабова. Очень быстро бьет левый хайкики с обманкой Рашид Магомедов, но вложиться в них не получается. Полностью колено по корпусу хорошо вновь пробил Рашид. Причем эпизод был очень опасным для Раджабова. Боец из Таджикистана шел вперед и мог налететь лицом на это колено, но все обошлось. Пока обходятся спортсмены без борьбы на настиле. В этом раунде уже несколько раз слева пробивал Раджабов. Один раз зацепил. Совсем упал темп. Но пытается закончить эту встречу на ажурной ноте именно Магомедов. Очень упорно получился поединок. Начинается последняя минута встречи. Ну и вы видите, как увеличиваются цифры. Уже 145 выброшенных ударов, 80 точных у Магомедова, 38-91. Аналогичная статистика у Раджабова. Право
через руку пытался Лоик сейчас Рашида достать. Ну и посмотрим, будет ли в этом поединке финишный спорт. Пытается попасть левым хайкиком в голову Рашид Магомедов. Финтит, хитрит. И пошел в борьбу. Хороший тейкдаун. За сетку схватился настолько откровенно, что можно аж бал снять. Прецеденты такие были совсем недавно причем. Но на эпизод, вернее, на исход эпизода по Лоику Раджабову, даже нарушая правила, повлиять не удалось. Заканчивает он поединок лежа на спине. Ну что ж, ждем судейского вердикта. И вполне вероятно, с 3 баллами останется после первого тура в легком дивизионе Рашид Магомедов. Это Винлайн Тайм. Время ставок. Самое время сделать ставку на winline.ru. Нет ставки, нет игры. Винлайн Тайм. Время ставок. This presentation of the PFL on ESPN2 is presented by Presidente. By Geico, 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. And by Cage Muscle. Итак, ждем решения по бою Рашид Магомедов против Лойка Раджабова. По лицу Рашида трудно что-либо сказать. Возможно, не всем он доволен. Очень жестко выглядел Лойк Раджабов, особенно в первом раунде. Да и во втором, с точки зрения контроля клетки, преимущество было также у бойца из Таджикистана. Но суммарно Магомедов все-таки перебил Лойка. Итак, слово за судьями. Вернее, слово за Лилиан Гарси. Единогласным решением победа достается Рашиду Магомедову. Наше поздравление. И как-то даже не рад этой победе, Рашид.
Ну, в общем, Рашид Магомедов в своем стиле всегда очень скромно себя ведет и в победе, и в поражении. И, возможно, именно за это, в том числе, его и любят болельщики. Таким образом, у Рашида Магомедова и Рэмси Нихима по 3 балла в общей табеле о рангах. Только Рашид провел свой бой и с большим трудом его выиграл. А вот Рэмси Нихим получил эти 3 очка фактически просто так, без поединка. Соперника не допустила медицинская комиссия. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, не забывайте подписываться на официальную группу телеканала «Матч Боец ВКонтакте».